Вопросы относительно отзыва лицензии у Чувашкредитпромбанка решались на очередной 36-й сессии Государственного совета Чувашской Республики. Не секрет, что многие юридические лица, такие как ТСЖ со многих районов республики, хранили средства в Чувашкредитпромбанке. Федеральный закон о страховании вкладов защищает в первую очередь физические лица, в то время как с юридическими вопрос обстоит сложнее. Для урегулирования ситуации поступило предложение о поддержке изменений в федеральный закон от депутата Игоря Малякова. Суть этого законопроекта в том, что расширяется число лиц, которые будут застрахованы государством, от непредвиденных случаев, связанных с кредитными организациями. В частности, туда войдут ТСЖ, туда войдут управляющие компании, туда войдут товарищества собственников жилья, общественные организации и так далее. Речь идет о законопроекте, который ранее был внесен в Государственную Думу Российской Федерации. По словам председателя Госсовета Альбины Егоровой, в данный момент документ проходит государственную экспертизу на соответствие Конституции Российской Федерации, и после его принятия на рассмотрение его можно будет рассматривать в субъектах Федерации. Также по ситуации с Чувашкредитпромбанком перед депутатами отчитался председатель Кабинета министров Чувашской Республики Иван Моторин. К сожалению, сегодня мы имеем ситуацию, когда самым уязвимым звеном оказались клиенты кредитной организации, как физические, так и юридические лица. По предварительной информации, свои сбережения в банке хранили почти 37 тысяч вкладчиков, в том числе 35 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей, остальные вкладчики – субъекты малого предпринимательства. В соответствии с требованием законодательства, вклады физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого предпринимательства подлежат обязательному страхованию, и при отзыве лицензии у банковской организации вкладчикам уплачивается денежная компенсация в виде возмещения в размере 100% от суммы, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Стоит сказать, что прошедшая сессия была одной из наиболее богатых в плане важности рассматриваемых вопросов. Одним из таких было рассмотрение проекта закона о республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Докладчиком по данному законопроекту выступила заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министр финансов Чувашской Республики Светлана Янилина. В целом, с учетом всех изменений налогового законодательства, доходы консолидированного бюджета в 2020 году оцениваются в сумме 63,8 миллиардов рублей. Республиканский бюджет запланирован по доходам в 2020 году в сумме 55,6 миллиардов рублей. Собственные доходы республиканского бюджета определены в сумме 31,6 миллиардов, с ростом к оценке ожидаемых поступлений текущего года на 3,9%. Тратиться средства будут в первую очередь на реализацию майских указов президента Российской Федерации, а также на программы главы Чувашской Республики, направленные на улучшение условий жизни людей. В проекте бюджета отражены ресурсы, источники для реализации национальных целей и развития, которые поставлены президентом страны в майском указе 2018 года. На реализацию региональных проектов на трехлетний период предусмотрено 26,3 миллиарда рублей. Речь идет о улучшении качества жизни людей, продолжительности жизни, улучшении качества услуг в области образования, здравоохранения. Следующий основной документ направлен на улучшение качества жизни населения указа главы Чувашской Республики от 26 сентября текущего года под номером 118. На его реализацию в следующем году предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. Затрагивает указ основные сферы жизнедеятельности нашего населения. Это и образование, и здравоохранение, и культура, и спорт, развитие общественной инфраструктуры. Также, по словам министра финансов, в социальной политике государства со следующего года предусмотрено значительное изменение в пользу поддержки социально незащищенных слоев граждан. В целях улучшения контроля за расходованием средств Министерством финансов предусмотрено разделение в отдельной классификации ремонт дорог и их содержание. Планируется реализация различных программ социальной поддержки, строительство спортивных, культурных и образовательных сооружений на территории Чувашской Республики. Антоний Николаев, «Вокруг нас».